Человек – существо социальное, и это самый главный его признак. Общественная жизнь и труд в целом не только совершенствовали природную организацию человека, но и подчинили ее себе. Наши сегодняшние героини, выражаясь на языке психологии, яркий пример общественного продукта. Обе они – многогранные личности. Хорошо владея внутренними процессами, происходящими в глубинах сознания, они умеют соотносить свои внутренние желания с внешними обстоятельствами жизни. На этом строится их успех. У Алевтины Петровой, известного в республике биоэнергетика, успех в работе. А у ее дочери Виталины Брыляковой, победителя проекта «Танцуй», успех в творчестве. Виталина Брылякова – хореограф в танцах с 4 лет. Считает, что мечты – это не просто замки из облаков, а реальность, которую мы в силах осуществить. Участие в проекте было неожиданным. Я сначала подумала отказаться от проекта, думала, у меня времени мало, не хватит. Но тут как-то получилось, что с Александром Воштером в этот же день практически созвонились, договорились о встрече, чтобы обсудить конкурс. И с того дня я решила окончательно участвовать в проекте. Я один раз уже хвалила, какой у меня ответственный ученик, какой он замечательный. Была подготовка номера первого, когда мы всеми участниками танцевали, открывали эфир. Он мне даже подсказывал, куда идти. Вот. Поэтому у меня талантливый ученик, который можно развивать. Про эфир хочу сказать, что я, когда отправила музыкальный материал, у меня были мысли только не первым номером, но Вселенная меня услышала, и мы выступали первым номером. Вот в первый раз, когда выступали, мы не знали, кто соперники, как они танцуют. А сейчас мы уже увидели, как подготовлены другие участники. Чтобы победить, нужно быть на голову выше, поэтому будем больше заниматься, больше усилий прилагать. Потому что конкуренция довольно-таки серьезная. Я так в Житае живу, и Александр Воштер приезжал сюда, так как я здесь и живу, и работаю, к нам в ДЮСШ репетировать. Репетиции были вечерние, с 7 часов до 9, практически каждый день. Я ее всегда поддерживаю из-за того, что человек, когда занимается любимым делом, он полнее раскрывается. И мне нравится ее трудолюбие, целеустремленность в этом плане. И для того, чтобы у нее было все успешно, я тоже максимально прилагаю те усилия, которые от меня зависят. Но я являюсь таким же немножко критиком в плане того, что я могу сказать, не, мне это не нравится или еще что-то. Но решение в любом случае именно правильное принимает Виталина сама. Мама умеет быстро шить. Каждую неделю практически мама помогала, шила нам костюмы для проекта.
Я так поняла, самый популярный номер – это маска, и костюм для партнера мама шила сама. Senorita, I know that you would like a cheeky boom chick. It's very nice, so full of spice. I place my hand on your hip, and if you will just give me your hand, then we shall try, just you and I. Танцы – это и движение, это и музыка, это чувство ритма. Оно помогает везде, поэтому это было сознательно материнский выбор для своего ребенка, для того, чтобы ее физическое развитие было гармоничным. Вот это был мой выбор, я к этому стремилась. Мама говорит, что я сначала начала танцевать, а потом ходить. Танец – это всегда неповторимая история чувств. Не зря он является любимой метафорой мира, ведь человек сливается в танце и душой, и телом. И тогда начинается полет по волнам нежности и любви. Нас с мужем познакомили танцы. У нас здесь в поселке, в ДК, был проект «Танцевальный звездопад». Что-то тоже похоже на проект «Танцуй», но момент был, что люди с предприятий, у нас тут есть завод, есть нефтебаза, больница, школы, сады, и люди участвовали, которые немножко далеки от танцев, и участники коллектива Эдельвейс. Вот. И я, как участница Эдельвейс, я участвовала в этом проекте. И там мой муж будущий участвовал, правда, с другой парой, тоже от работы, получается, его выставили. А он тогда работал здесь, в Жатае, на нефтебазе. Познакомились. Я тогда еще в школе училась. Каких-то таких мыслях, что этот человек станет в будущем моим мужем, вообще далеко-далеко не было. Она сама была еще школьница, она деточек взяла и с ними занималась хореографией. В 11 классе, когда пришло время куда-то поступать, выбирать себе будущую профессию, я долго не могла определиться, куда, что. Я задумалась, чем я занимаюсь, в принципе, всю жизнь, что мне нравится. И это оказались танцы. Танцами я танцую где-то с 4 лет, практически каждый год, каждый день и по сей день. Во время подготовки к ЕГЭ с одноклассницами, подружками зашли в книжный маркет, там какую-то литературу надо было взять для подготовки. И попала мне книжка «СУЗы, вузы России». И буквально я открываю первую страницу, просто вот так вот на развороте, там буквально 2-я, 3-я, и смотрю: Алтайская академия культуры и искусств. Интересно. Получается, я тогда шла за современными танцами, потому что думала, раз я эстрадные танцы танцую у нас здесь, в Эдельвейсе, думаю, наверное, современные мне будут ближе. Но, как оказалось, это не так. Меня там, как я тогда еще не знала, но это оказалась мой куратор Светлана Николаевна. Увидела, говорит: хорошая девочка, иди к нам на бальные танцы. Я такая: а что, так можно было? Потому что у меня не было такого уровня, как я думала, чтобы поступить именно на бальную хореографию. До этого я, наверное, в 9 классе начала бальными танцами увлекаться, хотя бальные танцы, наверное, с самого начала, моей танцевальной деятельности вдохновили меня. То есть я мечтала танцевать бальные танцы, но нужен был партнер, и как-то все потом. И 5 лет училась в прекрасной профессии тренер по спортивным бальным танцам. Виталина Викторовна работает в ДЮСШ «Рубин».
поселка Жатай уже с 2020 года и добилась хороших результатов. Занимается с детьми, с девочками. Девочки каждый год, уже 3-й год занимали у нас первые призовые места. И также Виталина Викторовна в прошлом году, в декабре, заняла 2-е место в профессиональном конкурсе республиканском среди тренеров-преподавателей. Как тренер, преподаватель Виталина Викторовна нас очень радует. Хоть и она и молодая, но в силу своего возраста она очень хорошо находит язык с нашими девочками. Дети занимаются фитнес-аэробикой. Очень нравится детям ходить. Они с радостью после школы, неважно, иногда даже не перекусив, бегут на занятия. Но Виталина Викторовна, естественно, их жалеет, дает им и отдых, и перекусить где-то что-то. Ну, вообще, конечно, спорт – это здоровье. Дочке очень нравится, она действительно очень спортивная сейчас выглядит, хотя пришла совершенно худеньким маленьким ребенком. И, конечно, хотелось бы тоже быть примером для дочери и выглядеть тоже хорошо, поэтому в ближайшее время мы планируем тоже заняться всей семьей спортом. Я любопытная, прохожу там курсы и с танцами связанные, или просто с творчеством. Сейчас я занялась хором, я сейчас в хор записалась, казачьи песни у нас в Жатае. Виталина у нас умничка, красавица, настоящая трудяга. Очень ответственно относится к работе, к любимому делу, к своим увлечениям. Виталина очень добрая, отзывчивая, готова помочь каждому, занимает активную жизненную позицию. Я с Виталиной занимаюсь вокалом. Мы поем вместе в жатайском казачьем ансамбле. Виталина прекрасно владеет фланкировкой и учит фланкировать шашкой нас. Разносторонняя натура Виталины проявляется буквально во всем. За что бы она ни взялась, все получается на все 100%. Психологи утверждают, что такой успех личности своими корнями уходит в понятие устойчивых межиндивидных связей, которые прежде всего основываются на внутрисемейном воспитании. Моя мама, она была такой интересный человек, что она всегда нас снабжала, у нас баян, гитары были дома, но так как я выросла в деревне, а в деревне ни музыкальных школ, ничего нет, я помню свой самоучитель, и поэтому на аккордеоне я играла по самоучителю. То есть мама нам покупала это в деревне, и мы по самоучителю это занимались. И вот когда пришло время, Виталина подрастала, а здесь музыкальная школа достаточно хорошая в Жатае, я бы хотела, чтобы там была скрипка. Эта мечта была, чтобы поиграть на скрипке. Я очень люблю скрипку. И я сходила, узнала, мы с Виталиной пришли, но очень неожиданно выбрала баян. Выбрала баян и твердо сказала только баян или ничего. Музыка, как вид искусства, обладает необычайной силой воздействия на чувственную сферу человека и, конечно же, влияет на тонкости формирования с самого раннего детства. Я родилась в Чувашии, и для меня это родина, но 18 дней, когда мне было, папа умер мой, и мама
ее позвала старшая сестра, так как она уже жила в Казахстане. Она сказала, здесь хлеб белый, достаточно, то есть ты прокормишь своих детей, я буду рядом. Она была старшая сестра, и вот наша семья, мама и нас 3 детей, мне тогда было 9 месяцев, мы переезжаем в Казахстан. Это было, конечно, вообще, наверное, для мамы сложно, но она это все сделала. В деревне можно было прокормиться, а в городе это все не так просто. Хотя у мамы профессия фармацевт, и она это полностью оставила. И она знала травы, она знала, что надо делать, и поэтому у нас семья не болела, и мы были в этом плане очень здоровые дети. И выросли на молоке, на твороге. То есть это достаток, хотя там зарплаты-то маленькие были, и мама одна нас воспитывала, но нужды никакой не было. И когда приехали в Казахстан, все детство в деревне, я с мамой ходила на дойку, она была доярка, потом телятница. И было такое, что когда я была еще ребенком, а мама была очень, так скажем, значимой фигурой в этом хозяйстве, да, ну, там раньше стахановцы были, и она по колхозу этому, у нее по надоям было, ну, первое место, да, она добросовестный очень человек была, и я ходила постоянно около нее, и у меня было несколько любимых коров, раньше же руками это все делали, доили, и поэтому детство прошло именно в таких хозяйственных работах. И вот маму на лето стадо коров выгоняют на пастбище в другой район, да, и я оставалась одна. Мне было это очень страшно. Сестра у меня уже, она на 6 лет старше меня, она уже где-то училась, брат тоже учился, и я оставалась, чтобы корову подоить, огород, а мама только приезжала в субботу. В это время тетя приходила, хлеб пекли, и мама уезжала, буквально 3 часа была. И вот я помню, что я поехала к председателю колхозов на попутной машине, зашла и говорю, вы не имеете права убирать, ну, я боюсь дома жить, поэтому маму верните домой, пусть она дома со мной будет, я требовала. И я смотрела, вот это утром было, правление сидело, да, мужчины, и они почему-то смеялись над тем, что я говорила, да, они сказали, хорошо, иди. Но никто из них не подумал, а мне 20 километров еще назад возвращаться надо. И я вот 11-летняя девочка и приехала, и уехала также. Поэтому такие детские у меня впечатления, что на лето я оставалась одна дома. В субботу-воскресенье только праздник, когда все сходились, приезжали. Потом, когда я пошла поступать в Алмату, и в Алмате не получилось поступить, и когда я вернулась домой, мне директор предложил пойти работать временно до следующего года пионер-вожатой. Я целый год в школе работала. Я еще сделала попытку поступать, тоже не поступила. И устроилась к сестре, она работала в трамвайном парке. И в 18 лет, когда мне исполнилось, я получила права. И 17 лет работала водителем трамвая. Когда
Я вышла замуж в 19 лет. Получилось так, что мы выходим, потому что мы влюбляемся. Мы влюбляемся, голову теряем, и все. Я очень хотела ребенка, а муж говорил: подожди, подожди. И во мне был протест. И в один день, когда это произошло, и мы поругались, и я думаю: нет, я не хочу так жить. И вот когда мы расстались через 3 года с первым мужем, да, для меня это было болезненно. И вот мужчина, он или женщину поднимает, или обесценивает. В это время я встречаю отца моей старшей дочери. И самое интересное, я с ним живу еще 3 года замужем. И я снова нахожу конфликты, из-за чего я с ним расстаюсь. Я расстаюсь, и 5 лет я живу с ребенком. В это время я уже переформатировала себя на сознательные, так скажем, гармоничные отношения с жизнью. Алевтина Григорьевна, уже будучи зрелой личностью, на приобретенном опыте и учитывая все ошибки молодости, вплотную занялась своей жизнью. Каждый ее поступок теперь осознан. Так наша героиня берется налаживать свой внутренний мир, стремится к гармонии внутри себя, черпая в основном силы извне. Особенно ее манит мир природы, что вдохновляет на создание прекрасных картин. В будущем это увлечение перерастет в целую теорию по арт-терапии. На своих курсах она наладит психологическое состояние многих и многих своих пациентов. А пока ее по-прежнему волнует один и единственный вопрос. Почему мужчины не могут быть рядом со мной? Но я знаю того, кто отвечает на любой вопрос, который мы хотим узнать. Того, кто все знает. Я говорю: Господи, почему со мной это происходит? И я получаю ответ, разговариваем прям чистым русским языком. А ты обижалась на своего отца за то, что у тебя его не было. Я помню подростковый свой период, да, вот, видимо, процесс, мама же одинокая была, а я не знаю, что такое папа, что такое, у других я вижу модели полноценные, я думал, а если бы у меня был папа, как бы я была, как я жила. Я знаю рассказы про папу, какой он был замечательный человек. К нам приезжали его братья в гости с Чувашии, да, какие они обаятельные, замечательные, что-то такое. А в моей жизни этого не было, да. И вот эта обида на отца, она, получается, конфликт с мужским началом создавала. И тогда, как если бы папа был живой, его образ, я его поблагодарила за то, что он мне дал жизнь, за то, что я родилась такая умная, здоровая, счастливая, красивая, самая лучшая. Это дали мне родители. И вот я, когда сейчас консультирую людей, первое, очень много конфликтов между родителями и детьми. Это является очень препятствием к развитию самой личности. И вот мы с 1988 года с мужем, с 3-м живем, родили вот в 38 ребенка младшего. Я знаю, что это безусловная любовь. Он ее поддерживает, одобряет. И у нас папа, на самом деле, он самый лучший. Познав законы мироздания и дав самой себе обещание жить в согласии и гармонии, Алевтина Григорьевна вот уже 35 лет счастлива в браке со своим Виктором, с которым познакомилась при весьма интересных обстоятельствах. К соседке приезжает ее брат с Якутии, а он в это время расстался с женой своей, да, и
Он на меня, гляжу, смотрит, с балкона смотрит, на лавочке сидит, в окна заглядывает. Я глянула, он в очках, я думаю, очкарик, вообще не люблю, не моя история, да, ну, это не тот вариант. И гляжу, цветы приносит мальчик какой-то, а это от дяденьки, который вот там. Ну, в общем, цветы начал букеты мне дарить. Вот так мы познакомились с Виталининым папой. Ходили, гуляли втроем, вчетвером. У него сын был, у меня дочь. И слово за слово дружили около 2 месяцев, да, ну, отпуск большой же у северян. И он уезжает с желанием вернуться ко мне, а он, я думала, он к сестре-то и приедет, мы дальше продолжим отношения, знакомства и все, а он дверь открывает и сразу с чемоданами ко мне заваливается. То есть он за меня все решил, выбрал и вошел в мою жизнь вот в таком процессе. Я себе сознательно запретила конфликтовать с мужем, потому что от этого зависело здоровье ребенка. Потому что решение женщины, мне кажется, в этом вопросе очень важно. И всем мамочкам, конечно, я предлагаю на одной чаше весов у вас здоровье ребенка или выяснить в семье, кто главный, там конфликтовать или еще что-то. Мать, конечно, выбирает здоровье ребенка. И в этом плане мой муж тоже, он молодец, он реагирует нормально, правильно. Так Алевтина и Виктор стали родителями. Семья по-прежнему живет в Казахстане, но наступают суровые 90-е, и Виктор, высококлассный специалист, токарь высшего разряда, теряет работу. К этому времени уже подрос сын Виктора от первого брака, который на тот период вернулся обратно в Якутию. Отец сильно по нему скучал, поэтому на семейном совете принимается решение переехать в пригород Якутска. Поселок Жатай вообще раньше был больше русскоязычным. Это сейчас появилось больше разных национальностей. Вообще, самое интересное, я подумала, а почему мне здесь вообще Якутия как дом родной, я влилась в это, да? Оказалось, здесь все тоже не просто так. Дело в том, что я не знаю, по каким каналам меня нашли. Меня приглашают на конгресс в Чурапчу, и там была культурная программа. Меня поразило это. Я слушала, как поют, да, на хамусе играют. То есть это была и культурная, и научно-практическая конференция, да, и у меня такая любовь проснулась к якутской культуре. Потом в какой-то период я поехала в Белокуриху, и там есть музей. Когда я посмотрела, Герасимов, по-моему, ученый, он показал древо, и корни, булгары, шумеры, и показывает ствол. Сюда веточка идет Саха-Якутия, а в другую сторону Чуваши. То есть получается, вот эта корневая, это веточки, они на одной плоскости находятся. Я себя в Якутии чувствую вообще очень комфортно. В 1986 году мой мир, он переформатировался. То есть это в мою жизнь пришла история, когда, знаете, мы советские, там атеизм и все такое, но пришло, видимо, время, я попадаю на встречу, где рассказывают какие-то вещи интересные, о творении, о том, что религия – это такая-то история. И это был курс «Созидательный разум». Я прошла там
какое-то начальное осознание. Я ездила на семинары в Новосибирском академгородке, проводились в то время, это я уже попозже узнала, по развитию сверхвозможностей человека. В общем, в мою жизнь пришло именно, это называют тонкий план, да, взаимоотношений. Это уже другая история, другое понимание жизни, философский смысл. И когда я однажды иду и думаю, какая я счастливая. Вот знаете, идешь и крылья за спиной. Ты знаешь закон формирования событий, жизни и вот это. И я поняла, что я хочу работать с людьми, дарить им вот такой источник нового понимания мира, ощущения. И с братом, у меня старший брат на 3 года, когда я с ним поговорила, он говорит, там открывается отделение психологии в университете, может быть, ты пойдешь туда? И, можно сказать, с его легкой руки я, получив это, диплом психолога. И у меня тогда родилось вот именно понимание, что я хочу быть тем источником, через который люди могут открыть для себя вот это. Каждый находится на своем пути развития, получая именно тот формат, ради которого он родился, живет и развивается. Поэтому, когда я вот эти вещи понимала, я прошла при мединституте, был диспансер, где обучали на массажистов, чтобы иметь право трогать человека, потому что там физиология имеет значение, да, и сознание. И вот это у меня так постепенно складывалась теория по жизни. Я пришла к тому, что я стала заниматься целительством. Я маленькая очень хотела быть врачом. Моя мама, она болела раком, и когда ее облучали, было, в общем, тяжелое состояние. И когда я приезжала к ней в больницу, а она уже от пищи отказывалась, но в моем сознании такого не было. Почему мама должна умирать? Заболела, надо вылечиться. Вот такое понимание. Я просто ложилась к ней, она лежала в постели, я ложилась, прижималась к ней, и я понимала, как мне хорошо с ней, за то, что она у меня есть. И, видимо, мои вот такие позывы, они стимулировали ее для того, чтобы она боролась, жила. И когда она вышла уже, 3 года она жила со мной, мы вместе жили уже в городе. И это был период, когда взаимодействие мы налаживали такие тесные связи. И когда я приходила к врачам, там бесплатные давали лекарства для таких больных, врач говорит, а что она у вас еще жива? Я думала, почему она должна умереть? Потому что те, с кем она лежала, их уже не было. И получилось так, что мама после этого 20 лет еще благоприятно жила. Она 37 килограмм была, 38 килограмм. И она была настолько сильная духом, что она тяжелые вещи могла конкретно делать. Когда она никогда нас не ждала, когда сено мы придем, накосим, дрова нарубим. Она все это делала сама. Но у нас не было такого приезжайте, будем делать. Вот этого не было. То есть мы приезжали, просто делали и все что-то. Она была вот такая сильная очень женщина. Дух ее был настолько сильный, что даже физиология, она давалась ей вот именно выносливостью. В этом плане моя мама, конечно, уникальный человек. Для меня мама, она олицетворяет, в общем-то, саму жизнь.
потому что через ее сознание, получается, я раскрыла взаимоотношения, какой я должна быть, какая я становилась. То есть это был образ мамы. Она 6 лет не слышала, поэтому она понимала меня по губам. У нас не было жестовых каких-то, ну, как глухонемые разговаривают. Она разговаривала всегда хорошо, а вот именно не слышала. Поэтому по губам просто мы с ней разговаривали, и я у нее была переводчиком. Я очень часто поэтому была при разговорах с взрослыми людьми, когда я ей объясняла, о чем они говорят. И это послужило, меня ввели во взрослые отношения, во взрослую жизнь. То есть я, получается, в семье была вот таким, даже принимала решения некоторые именно так, как нужно было, типа это от мамы. И из-за того, что она плохо слышала, у нее не было там кого-то судить, рядить, обсуждать, вот такие социальные вопросы. И у нас поэтому таких разговоров не было. Были разговоры по развитию, по творчеству, по того, что надо сделать, как надо сделать. Я очень помню, когда я спала, я ложилась, калачиком сворачивалась, и она меня обнимала. Вот это самое такое теплое чувство, которое я запомнила. Я ее чувствовала, ее теплоту, заботу. Я, насколько знаю, якутские женщины слово «я тебя люблю», вот они даже этого не произносят, да, они свою любовь создают делами, они тебя прикроют, когда это холодно или еще что-то. То есть они заботой показывают свою любовь. Я помню, когда я утром рано просыпалась, а мама мне будила, да, она мне кружку молока давала, парного, да, я его выпивала, или она уже приезжала с дойки, с летней, да, и меня будила, она выбирала время, чтобы сорвать ягодки, и ягодками меня будила, чтобы вот накормить. Вот такие детские впечатления у меня остались. Мама для меня тот человек, который подарил жизнь. Мама — это забота, любовь, нежность, поддержка, опора. Я как сейчас, как хореограф, у меня 1001 идей. Для реализации мама мне в этом помогает, и не только словом, но и делом. Моя мама, безусловно, для меня пример. Мне нравится ее жажда к знаниям, она вечно чему-то учится. Индивидуальность и харизма наших сегодняшних героинь безмерна. Проявляются они в эмоциональной и волевой сферах их жизни. И мама, и дочь привлекательны внешне, красивы внутри и оригинальны по образу жизни, который придает особый колорит их поведению и проявлению в обществе. Алевтина Григорьевна, будучи биоэнергетиком, является ангелом-хранителем для своих пациентов. И как мама она тоже ангел-хранитель уже для своих детей. Ну а если вы не верите в ангелов, просто посмотрите в глаза своей мамы.